поближе к вам свою выставку. Я, может быть, уже начну, да, или что-то такое? Сейчас. Еще ждем? А раскладывать? Мне рассказать? Не надо? Вы рассказывать. Вот. Это то, что у нас сейчас начинается новый сезон, новый учебный год. И так как летом вы, кто-то приходил, кто-то не приходил в нашу библиотеку, в наш зал, в нашу периодику. Спасибо огромное. За это время пришли у нас новые издания. Как новые номера изданий, которые мы постоянно выписываем. Вот все наши православные журналы. Новиночки вы можете полюбоваться сами. Хочу сказать, вот теперь мы выдаем эти журналы на дом. Вообще у нас издания периодически не выдаются, к сожалению, увы. Вот, но православного направления мы все даем на дом. Можно домой брать, читать, знакомиться, вдохновляться. Ну и, естественно, мы получаем очень много книг теперь. Это вот только 4 книги, те, которые я просто с полочки взяла вот из последних поступлений. Их можно всех брать домой. Брать домой, читать. Если кому-то это покажется мало, можно подойти, я вот журналом газеты, прошлогодний ведь какая разница, на такую тему можно читать и 5-летней давности, то есть периодику. А книги они не устаревают никогда, и поэтому можно вот, я покажу, где они находятся, где более полно, где новиночки все собраны. Вот, кто-то захочет и могу предложить. Вы знаете, я знаю, что все постоянные наши читатели, наши посетители, но на всякий случай, я обычно же перезваниваю вам, да, всем, вот, пригласить на очередную нашу встречу. Кстати, очередная встреча будет 15 октября, в следующий месяц. Вот. И если вам не сложно, пожалуйста, напишите все свои телефоны, чтобы как к кому обратиться, чтобы я могла уже предметно. Вот. И очень много людей, конечно, возрастных, которые не берут телефон, думая, что мошенник. Если даже кто берет, просто небольшой случай. Вот сейчас вот всем перезванивала, и дама, видимо, где-то, и там слышу, только не говори «да». Как бы понятно, что я сразу представляю, кто я такая и зачем я вам звоню. Поэтому, если вас не затруднит, еще раз, давайте, вдруг у кого-то поменялся телефон, вдруг у кого-то что-то там другое случилось. Вы мне, пожалуйста, вот здесь потом ручку и бумажку здесь оставляю, вы потом напишите, ладно, все какие-то свои координаты, а потом еще с отцом Максимом мы пообсуждали, и очень много интересных тем, да, отец Максим рассматривает, очень много важного, очень много интересного, но, скажем, хотелось бы нам узнать все то, что вы сами, может быть, хотите предложить какую-то тему. Вот мне непонятно это, я хочу, чтобы мне рассказали. Я тоже листок сейчас принесу, вы, пожалуйста, напишите, но вдруг у кого-то будет, да, какие-то свои дополнения, какое-то свое мнение или какой-то интерес вас вот возьмет, вы хотите его услышать, то напишите, пожалуйста, нам. Да? Listочек я сейчас принесу. Итак, мы начинаем очередные встречи воскресных православных бесед. Слава Богу, с именем Его начнем нашу встречу. Уже несколько лет они проходят, и сейчас после летнего перерыва снова с вами встречаемся. Всех вас, новых наших участников, очень приветствую и хвалю за ваше усердие к углубленному изучению предмета. Углубленное оно всегда подразумевает именно изучение, то есть умственное познание, познание истории, познание происхождения, не поверхностное, вот как у апостола Павла, пожалуй, самого любимого святого, такое вдумчивое, философское, и вместе с тем готовое выражаться очень простым языком. То, о чем мы сегодня будем с вами говорить, на самом деле вот, можно выразить практически 2 строчками.
наподобие как Евангелие сегодняшнее, да, оно говорит о том, что, когда Христа спросили, то есть, какая главная заповедь? Возлюби Господа Бога всей душой, всем сердцем, и возлюби ближнего, как самого себя. То есть, вот, с одной стороны, такая простота. А с другой стороны, чтобы эту простоту понять, чтобы ее действительно осуществить, нужна вот весь закон и пророки, да, то есть вот все псалмы, Библия, аскетика, молитвы, таинства. Вот это все нужно, чтобы осуществить. Поэтому здесь, если хотите, я вам всю суть сегодняшнего нашего разговора скажу в двух строчках сначала, потом уже будем углубляться. Да. Суть эта может быть выражена в позавчерашнем апостольском чтении. Позавчерашнее апостольское чтение — это послание Галатам, 4 глава, 17 стих. Там в одном стихе 3 раза упоминается слово «ревность». Слово на ревность. Апостол говорит: ревнуют по вас нечисто, а хотят, чтобы вы ревновали по ним. И хорошо ревновать всегда о добром, а не только в моем присутствии. То есть вот слово «ревность», оно здесь, оно употребляется как бы в нескольких разных смыслах. И если открыть толкование Иоанна Златоуста на это место, он говорит очень просто, что есть ревность плохая, это зависть. Вот плохая ревность — это зависть. Всем понятно, да? То есть это желание зла другому человеку. Вот. А есть ревность хорошая. Это стремление осуществить вообще доброе. Вот. В Библии много раз это встречается. И вот сегодня у нас тема конкуренции, по сути дела, ее, да, вот можно выразить в этих двух строчках. Что есть действительно конкуренция плохая. И, пожалуй, надо честно сказать, сегодня там, 90, наверное, 7% всей конкуренции, которая вот есть, это вот такая вот испорченная вера. А есть конкуренция, вот как говорят, что есть конкуренция здоровая, да, то есть может быть конкуренция здоровая. Но это не совсем то, что понимается в бизнесе, не совсем то, что понимается. Там, когда говорят конкуренция здоровая, подразумевают, что она честная. То есть без убийства, без там, демпинга, без такого прямо вот подставления другого, без привлечения, скажем, там, уголовных каких-то методов. Да? Ну, вроде бы это здоровая конкуренция. На самом деле в церкви все, конечно, строго. Здоровая конкуренция, здоровое ревнование может быть. Как оно может быть? Как-нибудь. Вот сегодня об этом, собственно, весь наш разговор будет. Весь закон и пророки будет там. Переносимся мысленно далеко-далеко, на самую зарю человечества, в райский сад. То есть, вот, мы верим, что в Боге нет никакого зла. Да? То есть в Боге нет никакого разделения, в Боге нет никакого соперничества. В Боге 3 лица, в одном Боге, но в них полное согласие, полная гармония. И Он творит человека таким же, прямым, непорочным, исполненным святости, устремленным к добру, по Иоанну Дамаскину. Творит его как владыку мира, то есть дает человеку и доступ к духовному миру, да, человек несет в себе душу бессмертную, дает человеку доступ к материальному миру, то есть у человека есть руки, творческие способности, разум, он может разделывать и хранить. Творит человека не одного. Важно, что нужна помощница. Нехорошо быть человеку одному. То есть человеку нужен другой. Вот, от которого он будет как бы не отталкиваться, знаете, как бы все равно созерцать, отзеркаливать, как-то вот советоваться, вдохновляться, да, вот. Причем другой, он не одинаковый. Он такой же, но не одинаковый. Не точная копия. Той же природы, той же сущности, но не во всем равны. Потому что если во всем равны, как раз и получается вот это нездоровое такое соперничество. Да? А тут должно четко, даже вот в браке, это важно, чтобы каждый понял, принял свое место. Да? В каких-то вопросах главный ты, и я слушаюсь. В других вопросах главное ты, я тебе доверяю, да, ты делаешь, я тут, как говорится, принимаю то, что сделал. И вот тогда все нормально.
все нормально. Там на корабле не может быть демократии, да, на корабле должен быть капитан. Капитана все слушаются. Кто не слушается капитана, это бунт на корабле и, как говорится, под арест в тюрьму. Также и в церкви, кстати. Недавно рассказали такой анекдот в МВД, анекдот, что, мол, один начальник ушел в отпуск, и долго-долго его нет, пошли искать, смотрит, сидит и смотрит на муравейник, смотрит, там, долго смотрит, час смотрит, 2 смотрит. Надо же, работают, и ни одного совещания. Вот я потом все думаю над этим анекдотом и думаю, что похоже на церковь. Церковь, она в принципе так устроена. У нас практически нет совещаний. Есть собор, там, но это даже не совещание, это что-то совсем другое. Это не похоже на обычные там планерки, совещания. И все работает. Причем работает там, веками, тысячелетиями, да, практически неизменно. Вот. Мало что обсуждается, все просто. Вот оно есть каждый, не сразу, есть, конечно, всякие нюансы, но все равно каждый находит свое место. А также здесь, вот этот принцип, на самом деле, он принцип иерархичности, он изначально вложен в мир, принцип иерархии. Что отношения между человеком и Богом, отношения между человеком и природой, отношения между мужем и женой, между родителями и детьми. Принцип иерархичности, он такой универсальный. А вот эта идея равенства, идея равноправия, идея демократии, она наоборот как раз вот вызывает такое, да, что вот мы равны. Сейчас вот Олимпийский комитет, он тоже этим болеет, там у них идея гендерного равенства, и вот они теперь пытаются выправить, чтобы не было такого, что там мужские виды спорта, женские виды спорта. Вот доходит до всякого безумия, чтобы там поровну было там, мужских, женских, чтобы в командах там обязательно было там поровну. Ну, в общем, ерундой, конечно, заниматься. Потому что равноправия нет. Мы все разные по правам, по обязанностям. На самом деле в этом любовь. В этом и любовь друг к другу, потому что, как я Златоуст говорил, а тогда бы не было любви. То есть, если мы все были бы вот просто так, абсолютно все равны, тогда кто кому тогда нужен? Каждый самодостаточен, к чему стремится сегодняшний мир, да, вот этот либерализм, каждый обеспечивает сам себя. А это ведь прекрасно, Бог положил разницу во всем, в положении, в возрасте, в поле, чтобы все друг другу служили, чтобы все друг от друга зависели, чтобы все друг в друге нуждались, чтобы были бедные и богатые, чтобы были больные и здоровые, чтобы были молодые и пожилые, вот, чтобы были начальствующие и подчиненные. То есть, да, члены разные, а организм один. В церкви вот это в полной мере реализуется, что нужен каждый человек, то есть мы не отвергаем никого, у нас нет фильтра, лишь бы верил, лишь бы хотел. Пусть пьяница, пусть заблудший, пусть падший. Главное, чтобы пришел, главное, чтобы каялся, главное, чтобы верил, главное, чтобы сказал, вот, там, пусть будет профессор, там, академик, пускай тоже. Там, умный, заумный, там, сколько угодно, лишь бы верил. И вот так вот все вместе должны. Но дьявол вышел, первый ангел единицы вышел из этого порядка, из этой иерархии. Вот он первый как раз попытался себя поставить на одну уровень. Да. Буду как Бог. Вот. Поставлю престол свой выше звезд. И оскорбил, вот это и есть гордость. То есть нельзя себя считать равным с тем, с кем ты не равен. Мы никогда не равны родителям, да? Жена никогда не равна мужу, мы никогда не равны Богу. Всегда должны знать, что мы над кем-то начальствуем, и это нельзя пренебрегать. Мы свое начальство должны исполнять, хоть даже там над младшей сестрой. И мы всегда должны подчиняться. Всегда над человеком кто-то есть. Всегда кто-то. Поэтому чти отца и мать, это вот такая заповедь, она универсальная, нам всегда есть кого-то слушаться. Вот. И вот сатана вышел из этого порядка, из этого ритма, из этого ритуала, так сказать, да, общего порядка Вселенной. И вот пришло зло. Зло вот оно оттуда и пришло. Вот. Заразил человека, будете как боги, знающие добро и зло. Ну, там как раз вот это сребролюбие, обладание, то есть, что вот ваша жизнь, она будет в чем-то, в еде состоит, да, в вещах, в обладании миром, сребролюбие, в славе, ту славу, которую потеряли люди, там, получите другую славу, какую-то там больше славолюбие. Все, и вот люди вышли. Из человека сразу входит внутреннее соперничество. То есть вот человек отошел от Бога, человек вышел из порядка, и в нем пошел дисбаланс внутри себя. Да? То есть дух, душа и тело, совесть, ум, воля, все сразу вот как в микросхеме испорчено. Сразу пошло там что-то мигать, что-то дымиться. То есть
человек распадается. Он начинает врать. Поэтому вранье-то это вот так плохо, да, что оно двуличие. Это двойная сущность человека. Говоришь одно, думаешь другое. Начинает врать Богу, да? Начинается разлад между мужем и женой. Там, где ты, Адам? Не ел ли ты здесь? Жена, которую ты мне дал, она мне дала, я ем. Что ты сделала же? Змей меня искусил, я ем. Вот начинается такое соперничество. Причем интересно, что Бог потом, изгоняя человеку, даже заповедует сам борьбу. Он заповедует борьбу. То есть, может быть, святая борьба, может быть, святое соперничество. Это как раз дьявол. То есть, и вражду положу между тобою и змеем, да, между семьями твоими и семьями ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жаждать. То есть человеку заповедана теперь заповеданная вражда не себе подобным, да, вражда, как говорит апостол, наша брань, не против крови и плоти, да, против духов злобы поднебесных, да, против греха, против духа. Вот тут нужно, это даже не соперничество, это что-то другое, это действительно война. Действительно война, которая заповедана, в земном плане она бывает воплощается уже в конкретную войну. Вот. И так вот, и мир начинает превращаться в города. От самого слова город, оно же происходит понятие ограда, ограждение. То есть люди ограждаются друг от друга, они стали друг другу чужими. У них появляется вот это твое, мое. Твое, мое. Какие вот холодные слова, да, какие, на самом деле, какая отвратительная идея. Вот кто-то что-то продает. Ну, знаете, это как воздух продавать. Но такими темпами не удивимся, если через 100 лет будут подавать воздух. Вообще, кстати, в некоторых уже есть такие города, да, там кислородные комнаты, где можно подышать. Ну, продают же у нас море, ну, в смысле, вот, там, возможность побыть на пляже, да, продают у нас хлеб, хотя это все понятно, на земле питается. По идее, мы должны этим обмениваться просто так. А по-хорошему экономика, она должна быть такая, просто экономика любви. Я делаю то, ты делаешь это, на тебе мое, каждый друг другу служит. В принципе, это даже и есть в монастыре. Такое слабое такое подобие. Ну, не в полной мере, но в принципе в монастырях так есть. То есть там нет внутреннего денежного обращения. Нет внутреннего денежного обращения. Каждый делает свое, каждому что-то поручено, кто-то пашет, кто-то молится, кто-то стирает, кто-то готовит. И второе место – это семья. Семья. То есть семья, она в принципе тоже сохраняет вот еще, ну, имеется в виду традиционная семья, да, то есть она сохраняет тоже вот этот Божий порядок. Поэтому очень плохо, кстати, когда в семью вносятся денежные отношения. Некоторые семьи, столкнувшись с проблемой воспитания детей, они идут вот этим легким путем, начинают детям платить. Там, за домашнюю работу платить. То есть за то, что дети и так должны. За мусор платить, за посуду платить. Поначалу это очень, очень мощно работает. То есть сразу не надо там спорить, не надо убеждать. Все, деньги там, все быстро, все кипит. Это, кстати, наша современная экономика так устроена. Она построена на прибыли, и поэтому она вот кипит, горит, все носятся, вот как посмотришь на какие-то улицы там в столицах, да, все куда-то летят, там газели, такси. Ну, зачем? За деньгами, за прибылью, за доставкой. Так нельзя, в семье так нельзя. Могут быть поощрения, ну, типа в виде стипендий такой, как бы это просто форма выдачи карманных денег, да. Это может в зависимости от успешности, но нельзя платить. Это очень, очень опасный, очень соблазнительный, очень губительный путь. Иногда даже приходят супружеские отношения, да, брачный контракт. Там тоже такая идея, то есть сразу расписывают, кто что внес, кто что вложил, это твое, это мое, там, с чем вступили в брак, там, потом при покупке тоже, скажем, там, расписывают, вот мы там купили, допустим, квартиру, там, 2 миллиона в ней твои, 3 миллиона в ней мои, то есть сразу уже люди как бы морально готовятся к разводу. Вступая в брак, они уже сразу, у них сразу вот эта вот мысль, а если что? То есть они сразу настроены на развод. На самом деле настоящий брак, конечно, сразу должен быть настроен на безусловную победу с обеих сторон. Мы в любом случае будем вместе всегда. У нас с тобой все общее, нам делить нечего. Ну, понятно, что в жизни это не всегда осуществляется, но настрой, то есть сама идея такая, она должна быть. Поэтому все вот эти брачные контракты, вот эти там, где-то тоже даже в супружеские отношения вносят, знаете, там вот эти денежные отношения. Это все дикость, конечно. Дикость,
ну, с точки зрения веры, ненормально, это все западные изобретения, хотя сейчас. Но, слава Богу, у нас как-то вроде не пошло сильно распространение. Я знаю, что делают, в богатых семьях там делают, когда вот эти браки по расчету, какие-то династические браки, там, бизнес-браки делают. Но это и как раз и плохо, потому что денег много, и вот большие деньги убивают любовь, да? Большие деньги не дают любви, большие деньги заставляют себя любить. Ну и вот, да. Ламех, по-моему, он первый строит город. Город, то есть это вот как раз символ современной экономики, да, мегаполис. Нет, храм это потом, храм это уже основное. Это пошло, вот ключевой сюжет Библии для понимания сущности конкуренции, это Каин и Авель. Каин. То есть, причем там самая, на самом деле, самая сильная ревность, самая сильная зависть, это зависть духовная. Потому что есть экономическая зависть, она мощная, но духовная еще страшнее. Вот. Напомню, да, что Каин и Авель приносят жертву, Авель был пастух, то есть он пасет овец, Каин был земледелец, это тоже не случайно, это все анализируется, вот так Анна подарила мне книгу «Православное понимание экономики», Валентина Христова, замечательная книга, ее стоит прочитать, очень глубоко. Там тоже есть объяснение, но я сейчас в это не вдаюсь. В общем, они приносят Богу жертву. И жертву Авеля Бог принимает, ну, в виде того, что дым поднимается, а жертву Каина не принимает. И Каин завидует, он завидует духовной завистью, то есть у него чувство отверженности, у него чувство неполноценности, что я перед Богом, я Богу не близок, да? Я плохой, я не такой, как должен, да? Я по сравнению с другим не такой. Что мне сделать, чтобы как бы реабилитироваться, чтобы вот это чувство гордости, самолюбия, чтобы его как-то восстановить? Как мы обычно делаем? Унизить другого человека, унизить. Это такое относительное возвышение. Себя возвысить не могу, но могу унизить другого, могу оскорбить другого. Очно, заочно, ну это вот всем нам свойственно, да? Даже мысленно, вот, допустим, кого-то порицать, это уже попытка себя. Вот. И он убивает. Его он убивает. Брат, да. Хотя вот тоже сегодня идет война, все говорят, вот братский народ. Изначальная война, изначальное убийство, это убийство между братьями. По сути дела, все люди братья. А что если там с китайцами, не дай бог, будет война? Что китайцы не братский народ? Тоже братцы. Ну, другой язык, другая культура. Но по большому счету мы все братья, мы все под Богом ходим, мы все дети одного Отца Небесного. В широком, я говорю сейчас в широком смысле, не узко там, этническом или религиозном, а в широком смысле. Все люди. Вот. И поэтому вот уже тогда закладывается эта идея, что в принципе соперничество это норма жизни. Вот она очень многие века она как бы лежала запечатана, то есть она лежала под спудом, ее сильно не развивали. Вот. Ну, конечно, философ, вот, например, Гераклит был такой античный философ, он, например, писал, что весь мир огонь, весь мир борьба. Знаете, да, какие-то знакомые слова, такие похожие на коммунистические лозунги. Вот. И он говорил, что вот весь мир, он должен быть вот этой вот столкновением противоположностей, что в этом движении, в этом жизни, в этом, ну, Цой что-то похожее, да, 2000 лет война дело молодых, лекарства против мужчин. То есть такая есть идеология, да, не христианская, конечно, такая скорее языческая, о том, что вот борьба, она необходима, без борьбы никак, вся жизнь борьба. Вот. Но прежде 19 века знаменитого Дарвина эти идеи как-то вот ухватил Смит. Адам Смит. Адам Смит это английский философ, кажется, 18 века. Да? 18 века вот, он был верующий человек, ну, конечно, далеко не православный, а англиканин, наверное. Вот. Ну, так, по-своему христианин, как говорится, считал себя, по крайней мере, таким. Это, строго говоря, христиане, это только православные, если уж строго. Ну, как бы то ни было, он думал, что он не выступает против Бога, не выступает против мира. Он все хотел, наоборот, сделать славу Божью. Но вера такая вещь, что в ней где-то пошла ошибка, и она обязательно вылезет в другие. Понимаете? Это вот как шкаф, да, вот он стоит, а вот внизу там под него подложи спичку, и он наверху уже там на 10 сантиметров. А если еще выше, то он просто уже в руки, потому что внизу пошел маленький перекос. Так же в богословии. Вот пошел перекос, сначала католиков, потом протестанты нет, чтобы в православие вернуться. Пошли еще дальше, еще там ереси больше наплодили.
а протестантов там другие сектанты, еще там вообще их уже понесло. Вот они все вот эти идеи родили. Ну, Адам Смит, он еще был, так сказать, на пороге этих потрясений. Он написал книгу известную «Исследование о природе и причинах богатства народа». И он экономически вот искренне пытался доказать о том, что конкуренция это надо, потому что будет выравнивание, что производителей много, один делает лучше, другой хуже, они будут друг с другом соперничать, совершенствоваться, это двигатель. Вот. Если у одного прибыли, у другого нет, значит, у тех, у кого прибыль, к ним, наоборот, будут на рынок приходить, другие производители как бы отнимать у них прибыль, она будет выравниваться. Там, где прибыли мало, оттуда, наоборот, будут производители уходить, будет оставаться их меньше, будет рынок свободнее, у них прибыль будет подниматься. Поэтому все будет выравниваться. Вот. Ничего это не работает. Ничего это не работает. Вот. Возьми сейчас вот любые отрасли, я этими данными сейчас занимаюсь, там у нас перепады в экономике сумасшедшие. Там, от минус 10 там, миллионов до плюс там, 20 миллиардов на одного занятого, прибыль, инвестиции, активы, все скачет. Между регионами огромная разница, там, в сотни, по некоторым показателям в тысячи раз. Нет перехода, нет перехода. Вот. А уж не говоря о том, что все в неравных условиях. Адам Смит рассуждал, исходя из того, что у всех условия равные, доступ к информации одинаковый, все могут свободно принимать решения. Где такое в мире? Мы же сказали, что такого нет. Такого в мире нет. У нас у всех разные способности, у нас у всех разные условия. Возьмите Республику Коми. Как мы можем конкурировать с Кировской областью? У них МРОД ниже, по закону ниже МРОД. Ну, то есть так-то он по России одинаковый, но у нас коэффициенты обязательно. У них нет. У нас МРОД сколько сейчас? 21 примерно тысяч. У них там 15 уже. У нас 44, у них 28. У нас женщины работают 36 часов, у них 40. У нас надо оплачивать проезд к месту отдыха 2 раза в 2 года. А сейчас обязательно для всех, не только госорганизаций, вообще все должны оплачивать. У них этого нет. У нас климат, дороги, все другое. А чтобы отапливать квадратный метр площади, надо в 1,5 раза больше топлива, коммуналки там, и так далее. Спецодежды, все. То есть затраты там, на 10-15% это на глазок, это как минимум. А если брать в Воркуту, там счет может идти в разы. Как мы можем конкурировать? А законодательство не может эту вещь учить. Она говорит, равные условия, единое экономическое пространство там, и так далее. Да нет, конечно, нет такого. А Киров, что он сможет конкурировать с Краснодарским краем, где там шикарные дороги, все рядышком, тут вся логистика, все растет, и отопление вообще практически, ну как он, тоже никуда не потянет. И так везде. Поэтому и на самом деле вот эта идея конкуренции, она как бы разрушает. Какой-то эффект, конечно, дает. Люди начинают, это знаете, как в сад, вот мне почему-то все представляется детский садик. Детский садик. Вот. Дети такие грустные, такие, знаете, такие невеселые. Воспитатель говорит, да, дети, давайте, там, у нас соревнования, там, кто больше шариков, допустим, там, в этот тазик забросит. И дети так возбуждаются, давай, там, им хочется быть первым. Они бегают, когда там относят. То есть искусственное возбуждение. Даже есть одна книга такая, Бронсон По, по-моему, называется, «Царь горы». Такая современная психологическая книга, и там тоже люди занимаются всякими вот этими опытами, исследованиями, и значит, через слюну измеряют вот этот уровень гормонов, уровень там, адреналина, и показывают, что на бальных танцах, когда предстоит там, жюри, и будут ставить оценки, и кто-то, какая-то пара в бальных танцах, она, значит, окажется первой, уровень адреналина, уровень тревоги выше, чем у людей, которые там с парашютом прыгают там, на экстремальных высотах. Почему? За счет конкуренции. Потому что там с парашютом тебя никто не оценивает, ты просто прыгаешь как бы на свой страх и риск. А тут важно какое-то место займешь. Люди волнуются больше, чем за свою жизнь с парашютом. Понимаете? Это реально такой факт. То есть это биохимические исследования показывают. Насколько вот это работает внутренняя, да, боязнь занять второе место, да, боязнь несоответствия. Поэтому Христос потом, он все это переворачивает. Он и говорит, что возьмут рубашку и отдай одежду, ударят по щеке, подставь вторую, заставят идти поприще, иди 2. Все тебя хвалят, плачь, горе тебе. Все тебя ругают, радуйся, благо тебе. Хочешь быть первым, будь всем слугой. Сокровища на земле не собирают. То есть вот эти все заповеди Христа, они на самом деле переворачивают всю нашу экономику, вообще всю систему.
всю систему нашей жизни по-другому. То есть так, как надо, чтобы все служили, чтобы все были друг другу рабы, да, чтобы все друг другу помогали. Чтобы любили не только друзей, любили врагов своих. Вот Адам Смит эту, значит, идею забросил. Идея неработоспособная, но духовно вредная. Она пошла. Она пошла, ее развивали, ее критиковали. В 19 веке за это взялись биологи. Ну, известный всем Чарльз Дарвин. Такой же деятель, как и Адам Смит. То есть вроде бы христианин, но не из истинной церкви. Поэтому истинного разума нет. То есть он не уразумел вот это. Он в своей книге листал эту вот книгу знаменитую «Происхождение видов», да? Он в конце оправдывается. Говорит, что пусть это все будет во славу Божию. Я все это написал не против Бога. Там, если человек сотворил, даже произошел из обезьяны, безусловно, это все произошло там под влиянием Творца. То есть он пытался это соединить с верой, но поскольку вне церкви, поскольку вне истинной церкви, то истинного духа разума у него не было. И так получилось, что из его идей, его родственник, очень близкий, там, буквально через пару десятков лет, Фрэнсис Галлихер, он уже пишет, не стесняясь. Говорит, не надо помогать слабым народам. Пусть они выживают сами. Смогут выжить хорошо, не смогут, значит, туда им и дорога. То есть идея милосердия уже отвергается. Идея взаимопомощи уже отвергается. Уже появляется идея такого, знаете, выживания. 10-20 лет, и появляется Ницше, который уже еще дальше говорит. Он уже говорит, там, падающего толкни. То есть там слабого надо сбросить со скалы. Но он, правда, писал, что типа, пускай он, если он жизнеспособен, пускай он крылья распросит. Короче, кто сильнее, тот... Да. Ну а Ницше это уже Гитлер, это фашизм. То есть, понимаете, очень быстро, это все вот так на глазах. Поэтому богословие это такая сфера, где вот надо каждую букву пережить, где надо прям вот как в компасе там доли, нельзя вот не сбиться ни на градус, ни на грамм. Поэтому надо хорошо все это знать и понимать, потому что маленькая ошибка в мысли, одна неправильная мысль уже способна человека увести куда-то на сторону дальше. Ну, конечно, в современной экономике уже в конкуренцию мало кто верит. Ее преподают, ее всем преподают с первого курса, да, со школы уже все говорят, что это двигатель прогресса, это двигатель технологий, это двигатель инноваций, это двигатель там, цен. Ну и что, в каком двигателе цен? Вот помните, когда соки эти появились, появились соки в пачках. Ну сколько, это же недавно, это там лет 15 назад, да, их стали продавать. Раньше не было, раньше там только в банках. Но когда они появились, были соки. Ну, процентов 10-20, потом стали появляться эти нектары. А сегодня вот зайди в магазин, попробуй купить натуральный сок. Его там почти найти невозможно. Или он стоит так, что эта цена вообще несопоставима. Все завалено, все заполнено этим нектаром. Нектары. Да, сокосодержащий напиток. А изначально были соки. А зачем эту воду продавать? Зачем людям впаривать воду с лимоном? Они что, не могут сами дома воды, что ли, налить? Зачем вот это? Попробуй сейчас найди шоколад, который весит 100 грамм. Вот все почти, ну, там, на 60% все стали 80 грамм, 95 грамм. Ну вот, вроде уже некоторые спохватились, стали уже писать. Там, честный литр, там, честный 100 грамм, честный килограмм. Ну то есть сахар по 900, пачку покупаешь, там, полу поставишь. Вот она конкуренция. То есть людям заработать надо, но они понимают, что рынок, не понимают, что рынок. И не хочется идти на обман. Ну что делать? Покупатель не возьмет, покупатель не купит. И вот и получается такое всеобщее взаимное обман. И потом она стала конкуренция, вот сейчас уже наше время, она стала проникать везде, потому что сегодня у нас такое время, когда экономика управляет жизнью. Еще даже до начала 20 века, по крайней мере в России, экономика была служанкой, она была на задворе. Ну, она была важна, конечно, но никто не мог открыть рта и сказать, что, допустим, там, это выгодно, это невыгодно, это сделаем, это не сделаем. Все понимали, что если это надо делать, это надо делать. Хоть насколько это дорого. Если надо воевать, да, это дорого. Мы будем воевать, потому что это за правду, и как бы ни было дорого, а зачем тогда вообще жить? Надо храм строить Богу, надо строить. А раз Богу, значит, самый лучший, самый дорогой, самый крепкий, самый надежный, на самом высоком месте, в самом труднодоступном острове. Строим, все. Не важно, сколько это стоит. Это для Бога. А в наше время все вот так. Выгодно, невыгодно, пойдет, не пойдет. Там. Потянем, не потянем.
И все перевернулось, да? Когда уже стаканные центры расцвели, храмы уменьшились. И идеи конкуренции, они стали проникать, как это диффузия, да, называется. Они в семейную жизнь стали проникать. Ну так не сильно, правда, я вот искал, там есть где-то идеи таких психологов, что да, вот конкуренция там, между мамой и папой за внимание детей, знаете, там всерьез рассуждают. Конкуренцию между мужем и женой, там, допустим, за власть, конкуренция между мужем и женой за карьеру, вот они там соревнуются, это полезно, это возбуждает, это обновляет, это там сила. Здравоохранение, там же сейчас сильно конкуренция. Идет конкуренция учреждений за деньги. То есть не идут просто на тебе деньги на лечение. Они говорят, нет, подожди, у нас денег, вот, допустим, миллиард, а больниц у нас много. А вы докажите, что вы лучше, что вам надо. Вот вам надо, а не кому-то другому. И больницы вынуждены, вот они, конечно, какая-то эффективность от этого появляется, но они вот, тоже начинают и мухлевать, тоже начинают там и где-то халтурить, где-то и стараться, конечно, искренне стараться. А где-то, как мне рассказывали, тоже говорят, ну что делать, стандарты выполнять надо, карточку заполнять надо, поэтому там 40-тысячные лекарства, 30-тысячные, просто выплескиваются в лекарства. Ну, потому что его списать надо, оно закуплено, по стандарту его колоть надо. Но врачи знают, что реально на пользу не приносит, оно приносит. В данной ситуации оно приносит. Но его надо сделать, поэтому, ну, это буквально рассказать, что есть такие перекосы возникают от чего? От того, что деньги стали править. Деньги стали править. Образование. Конкуренция вузов за финансирование. Вот рассказывает человек там, из университета, говорит, вот сидит передо мной балбес, ему нельзя ставить, даже тройку нельзя ставить, потому что он просто, я сейчас не называю какую специальность, чтобы человека не подставить, он говорит, ему даже тройку ставить нельзя, он просто, его надо очистить, и все. На ту профессию, на которую он идет, его нельзя к ней подпускать. Ему надо поставить двойку, его выбрать. А я не могу поставить. Потому что у нас есть норматив, что мы можем очистить не больше 10%. А если мы очистим больше, значит университет там в прошлом году столько-то вот миллионов потерял, и в этом году потеряет, значит мне там надуют по голове, и я там получу зло. То есть деньги управляют образовательный процесс. Не преподаватель, который должен, как опытный, ну, допустим, там, педагог или врач, там, или еще какой-то там физик, да, он должен сказать, ты не на своем месте, ты зря сюда пришел, если тебя не будет того, кем ты хочешь быть. Иди, пока не поздно, вон твое место там. А он не может это сказать, потому что деньги для учреждений главное. Да? И эти балбесы, не имеющие права становиться тем, кем они хотят стать, они заканчивают, получают дипломы, рисуют оценки. Вот такие вот вопросы. В культуре. Тоже конкуренция за гранты, за финансирование. Тоже рассказывают, даже библиотека, я думаю, что мы рисуем галочки. Что были посетители, их нет. Но мы их рисуем. Почему? Потому что у нас план, у нас госзадание. Отсюда берутся липовые аспиранты, эффективные студенты. То есть она вот как бы проникает, она завладевает. А нам-то что делать? А нам, я сейчас возвращаюсь к исходной точке нашей беседы, да, нам вот как бы с одной стороны проще взять и так отвергнуть, сказать, нет, ребята, все это плохо, давайте жить дружно. А так не получится, в нынешнем нашем положении просто жить дружно не получится. Жить дружно можно только на самом деле в одном варианте, это в церкви. Только церковь, она примиряет, она воссоединяет людей. Потому что у них дух уравнивается, у них дух становится к единому церкву Христу. Почему церковь и работает без совещания? Потому что у нее есть единоначалие, которое даже не в священнике или в епископе заключается, оно заключается в Христе. Принцип очень простой. Или ты веришь во Христа и во всем слушаешься, и тогда ты в церкви находишься. А если ты не веришь, ты просто сам выпадаешь из этих отношений, сам. И церковь может, например, наложить анафему, не наложить, неважно, ты просто сам уже выпадаешь. Из коллектива, там, из общины, из храма. А если ты хочешь быть там, значит, вот твое место, знай, сиди и выполняй. Никаких тут нет совещаний, просто сказали делать. Ну, понятно, все равно идет какая-то перестановка. И вот очень интересно, я рекомендую вам почитать, вообще глубокая книга, конечно, хотя отца Павла Флоренского где-то критикуют, я ее не целиком прочитал. Вот довольно известная книга «Столб и утверждение истины». «Столб и утверждение истины». Это, напомню, это слова из послания Тимофею, да, про церковь. То есть церковь – это столб и утверждение истины. И вот 12 глава здесь посвящена понятию ревности. В нашем современном языке, который, вот, оторвавшись от
богословского, богослужебного языка церковно-славянского, да, и вообще о Библии, он стал путаться. У нас прелестью называется что-то хорошее, вот, а ревностью обязательно что-то плохое. Она на самом деле наоборот. Прелесть – это обман, а ревность – это свойство Бога. Помните, да, Библию? «Я Бог ревнитель», наказывающий там детей за вину отца. То есть Бог, Он ревнитель. Он ревнитель. Что значит ревновать? Ревновать – это хотеть. Это хотеть чего-то. И идти к этому вот прямо упорно, преодолевая препятствия, да, невзирая на затраты, на потери. Ревнуйте о дарах больше. Да, то есть старайтесь о дарах больше. Ревнуйте о дарах больше. И я вам покажу путь превосходный, что апостол говорит. В первом послании к Коринфянам, когда о любви он говорит, ревнуйте о дарах больше. То есть ищите вот эти пути. То есть мы тоже говорим, ну где у нас вот прихожане, которые вот, где у нас ревнители благочестия, где у нас ревнители богослужения, где у нас ревнители церковной истории? Где? Да мы дадим вам кучу путей, пожалуйста. Где у нас ревнители милосердия? Давайте сколотим общество, там, сестер милосердия. Где у нас вот эти ревнители? Мало ревнителей. Ревнителей мало. Сегодня так послушные прихожане, и то горстка. А так, чтобы человек ревновал, говорит, батюшка, давайте сделаем то, давайте сделаем все. Вот ревнители написали это отношение. Плохо слышно в соборе. Решились. Тоже люди ревнуют о том, чтобы в соборе было слышно хорошо прихожан. Благо, хорошо, слава Богу, что нашлись. То есть есть, мало, но есть. И вспомни, да, вот это послание Галатам. Ревнуют по вас нечисто. Ревнуют по вас нечисто. То есть ревнуют по вас нечисто, значит завидуют. Завидуют. То есть были, вот Галаты, они же сначала уверовали, по словам апостола Павла, и так блаженны были, что готовы глаза свои вырвать и отдать. Так сначала уверовали, от слышания веры. Да? Какая благодать у нас была. Потом вернулись в ветхозаветный закон. Почему? Потому что появились люди, которые завидовали, духовно завидовали, как Каин когда-то развидовал. Ах, какие вы там верующие, ах, какие вы там усердные. Вот. И стали их отводить. Да зачем это все? Да давайте, вот, Моисей, закон, там, жертвы, обряды, омовения. Это выполняем. Вот ревнуют по вас нечисто. Хотят, чтобы вы ревновали по ним. То есть здесь какой интерес? Чтобы вы им помогали, чтобы вы были их слугами, чтобы вы были от них зависимы. Ну, там, может, ради денег, там, может, ради славы какой-то, да, чтобы похвалиться, что вот у нас там такие-то ученики, у нас столько в храмах. И третье. Хорошо всегда ревновать о добром, а не только в момент присутствия. То есть о добром надо ревновать ради чего? Ради Бога. Ради Бога. Ревновать ради Бога. Вот поэтому и экономика такая должна. Ты делаешь что-то, мост строишь, там, хлеб печешь. Ревнуй, чтобы он был свежим, вкусным, хорошим, крепким, надежным. Ради Бога. Не потому, что начальник добрый. То есть не только в моем присутствии. Всегда ревновать о добром. Да? Старайся, ревнуй, чтобы это получилось во славу Богу. Чтобы люди, не видя тебя, кушали хлеб и говорили, ну надо же, какой богатый хлеб у нас. И вот он подробно, тут прямо и еврейский язык, и все, вот эти все корни, прямо слов разбирают. То есть ревность, оказывается, происходит от слова рвение. Рвение, то есть рваться к чему-то. Рваться, стремиться. Ну, как и говорят, да, служебное рвение. Служебное рвение. И вот я вот как бы заключение прочитаю, что ревность по распространительному толкованию преподобного Исаака Сирина есть необходимая сторона всего доброго, что есть в человеке. То есть все, что в человеке есть доброе, все должно требовать ревности для своего существования. Ревности не в смысле зависти и обиды, да, а ревности в смысле усердия. Она вообще есть сила, осуществляющая добрые желания. Вот. Ревность слагается из страха утратить благо. Из страха утратить благо. И из стремления удержать его. Вот почему ослабление ревности, ну, допустим, в вере, да, особенно, худое предзнаменование, обусловлено либо охлаждением духовным, либо самонадеянностью и гордостью. То есть отношение к духовному благу уже не живым и личным, а имущественным и плотским. То есть это, фарисейство, да. Мы здесь, мы все знаем. Такое отношение. Да, я все знаю, У нас к проповеди часто такое отношение. Начинаешь проповедь, так какая-то часть так,
служащих там, или прихожан, так, уходят, типа, а мы, ой, что такое? Мы уже все знаем. Это как раз охлаждение ревности. Вот. Как какой-то вещи, которые можно положить под замок, не переживая, все же владеть ей. Не переживая владеть. Поэтому, когда к вере начинается такое отношение, что Бог у меня в душе, человек уверен, что Бог у меня в душе, поэтому ревности это нет. Он не ревнует о том, что приумножает это. Он просто считает, что у него все уже есть. Он доволен тем Богом, ну, наполовину придуманным, конечно, отчасти как настоящим, а отчасти как. Он им доволен. Поэтому и теряет. Вот. Поэтому что такое здоровая конкуренция? Что такое здоровая ревность? Да, ревность, но ты любое дело делаешь ради Бога. То есть не ради самолюбия, не ради выгоды, не ради тщеславия, не ради наслаждения. Ты это делаешь для Бога, ради Бога. Помните преподобный Серафим говорил, да? Что не всякое доброе дело приносит человеку благодать, а только то, которое делается в Христа. Поэтому и конкуренция, на самом деле, здоровая, она может быть только в церкви. Конкуренция даже не как конкуренция, а как здоровая ревность. Да. И все друг другу служат. Тут уже соперничества нет. Только так. Где-то увидел опыт, да, поделился, посмотрел у товарища, как у него, как у меня. Вот это вот. Увидел у другого и сказал, а я-то что-то ленивый. Ну-ка дай-ка я там за ним, да? Вот. Не для того, чтобы отобрать, а для того, чтобы преуспеть. Ну вот, в принципе, такое, не знаю, если сказать просто. Там очень много еще нюансов, можно погрузиться, все это и в цифрах это можно посмотреть, в экономическом анализе, и еще там конкуренция и бедность отдельная тема, конкуренция и природа, конкуренция политика, вот мы с Юрием договорились там написать статью, тоже сейчас политика же тоже строится на соперничестве партий, да, вот, конкуренция за голоса и так далее. Вот. Конкуренция и наука, вот с Ольгой Васильевной уже пишем такую статью конкуренции инноваций, потому что в науке же тоже устроили гонку за статьями, гонку за баллами, гонку за рейтингами, семинары всякие, как заработать в науке. Это то же самое, как заработать в науке. Ну вот сейчас этот полетел на Луну. Индия полетела, а Россия что полетела? Они, наверное, тоже за ними скажут, что Не знаю. Надо смотреть, что там. Только не долетели. Да, конкуренция. Может конкуренция. В общем, вот надо все это вот вникать, изучать, понимать. То есть, видите, такая вроде бы тема такая сугубо профессиональная, да, экономическая, а она на самом деле подспудно, так незримо, она влияет на всю жизнь. То есть там это вот садик уже закладывают вот эти вот установки. И мы так мыслим, и потом только... Если телефоны кому-то обновить. Вот. Ну давайте порассуждаем, пообсуждаем. Кто-то то, что подумал, или что-то недопонятое оказалось. С этим обозначенной темой. Мне кажется, это тайна беззакония здесь. Ну да. Она 2000 лет назад эти слова уже написаны. Тайна беззакония в действии. Пока не совершится. Но есть чуть удерживающие. Причем это имеется в виду апостол явно не любимый царя. Потому что царя не был православным царем. Удерживающие там разные истолкования, но это Святой Дух. Святой Дух, по всей видимости. Живущих там люди, живущих как не христиане, а удерживающие Святой Дух. Понимающие, противостоящие, живущие по-другому, преодолевающие. Поэтому, мне кажется, идет искривление святых христианства. Лидия это был обычный Карфаген, святые вековые тысячелетние святые. Лидия, Сирия, Святослав Павел, тысячу сирийских святых, исконно православные. Да, все верно, но обратите внимание, она же оскудела. Нет, там же православие, по-моему, в Сирии, нет, это антиохийская, да, но вот эти... Там до сих пор ангелы православных церквей стоят. Нет, ангелы-то стоят, а где христиане? Где святые, где столб, где Кесария Каппадокийская, где ангел?
Понимаете, нет, оскудела. Оскудела. Даже визаки, это же она не случайно же пала из-за каких-то военных ошибок. Это из-за уния упало. Ну, да. Если Политической уния. Если хотите, да. Если хотите, да. Только Ну а почему люди пошли на ум? Потому что сочли что-то земное выше духовного. Понадеялись на князей больше, чем на Бога. Поэтому вот эта ревность о Боге, возлюбить Его всем сердцем, всеми силами, всей крепостью, это и есть первостепенно. Наши же русские православные философы очень предупреждали сейчас, за 50 лет до революции. Да. Капитализм, это конкуренция, Это дух разрушение православной империи. Не будет православной империи. Да. Капитализм и православие Это троянская православной империи несовместимы. Шарапов, Взрыв, Отцов, да. развалится все. Ну смотрите, как Господь интересно, он все равно управляет, да? Вот сегодня мы ехали с военным, и он говорит, что, ну как бы с таким сожалением говорит, что как только Россия набирает силу, ну в материальном отношении, происходит война. Вот. Что, ну, только мы чуть-чуть вот как будто вот встаем на ноги, да, и война, которая нас как бы отбрасывает назад. Да, с духовной точки зрения, может, наоборот, Господь попускает, чтобы мы не разбогатели. Потому что если мы разбогатеем, мы же потеряем еще все. Он как раз и попускает нам оставаться в бедности. Потому что все-таки богатство это злой. Он расслабляет человека, духовно расслабляет. Даже за эти 20 лет можно на глазах разбогатеть. На глазах. Вспомните там, вот 20 лет назад, 2003 год, какая-нибудь там поддержанная Ауди там, из Германии пригнана 10-летней считалась чуть ли не пределом мечты. Даже для весьма состоятельных людей. Разбогатели, посахали. В смысле? Но страна Аркадия, Народ благосостояние народа лишили повысилось. дохода. Благосостояние народа много повысилось. Материальное благополучие все-таки наивысшее. Потому что был всемирный колхоз против капиталистических систем. Разрыв. Послали весь там, Ну, может, не всем это заметно, может, кто-то и так вот раньше жил, допустим, да, машин не было. машину, количество машин сразу сейчас. Машин больше, чем То, людей. что у нас появились машины, Даже технику естественно, нужно экономически помочь. перелив. То есть даже если бы был союз, точно так же бы этот рынок выплеснулся бы на нас. Только он был без грабежа со стороны России. То есть, как в Китае это все перелилось, в мире накапливался избыток в 80-х годах. Да. И куда-то нужно было этот избыток девать. И Все в России избыток, поменяли бусы на дешевые джинсы. То есть ценность, нам создали ложные ценности в виде вещей, Ну, которые да. нас наполнили. Они бы и так к нам пришли. Но чтобы их приобрести, людям пришлось отвергнуть, охладеть в них. Потому что вера и деньги, они друг другом в таком антагонизме. Сердце не может служить Богу и мамону. Если ты начинаешь любить деньги, даже если ты не богатый, но ты их любишь, ты считаешь, что в этом жизнь, ты уже не можешь молиться, поститься, потому что это противоречит. И люди как бы, ну, вот на эти бусы купились, ну, в смысле, на эти блага, на материальные блага, на соблазн. То есть поверили, что в этом жизнь, стали этим заниматься. Работать, зарабатывать, копить, ездить, путешествовать. Да помню, еще 20 лет назад, ну чуть меньше, вот в епархии здесь, например, на Пасху шла служба, лестница была переполнена, на лестнице люди битком стояли. Крещение было практически каждый день, даже будний день. Просто помню. Вот. Лет за 15 на глазах такое охлаждение произошло. За это даже преподобный Серафим Вырицкий пророчествовал, что во времена благополучия так много народу спасется уже даже как войны, так много народу погибнет из-за материального благополучия, что войны такого не было. Во времена военного атеизма, кстати, не пойдет народу. Невозможно. Сколько Возможно, да. материального благополучия. Из-за денег Христос умер, Христос из этого умер. Христа предали за деньги. То есть настолько это тяжкий грех, что почему мы средно постимся. Что Иуда предал за 30 сребреников, а предал потому, что увидел, что женщина отдала драгоценность, вот это мир, на помазание Христа. То есть не на пользу, не на такую земную пользу, а как бы вот Богу.
как Богу она принесла. И Христос это не отверг, он ее не порубал, он ее похвалил. И вот тогда Иуда разочаровался. То есть здесь вот именно вот эти денежные вопросы. Почему Христос эти скамейки в храмах выкинул? Потому что Иерусалимский храм это действительно была такая сокровищница, я помню, там же прям были, говорят, огромные хранилища. Вера в богатство, то, что Бог измеряется богатством. Типа вот эти фарисеи, почему они его уловляют, почему они Христа там как-то. Ну вот даже сегодняшний вопрос из Евангелия. Искушая его, законник спросил. Он спросил не просто так, чтобы узнать. Он спросил его, чтобы подловить. Вот. Они считали, что две основные заповеди. Суббота и обрезание. Скажешь, что суббота, меня что обрезание пренебрегают. Скажешь, что обрезание, скажешь, что субботу не уважают. Вот это был вопрос подковых. А Христос как бы над вопросом отвечал. И вот эти все вопросы, позволить ли разводиться с женой, давать ли подать кесарю, а чьей женой будет женщина, которая была там 7 раз замужем. Это все вопросы, то есть они готовят убийство. Они хотят Христа убить. Но им нужен повод, им нужно его на чем-то уловить. Вот эти вопросы, это как раз уже последние диалоги Христа, то есть его последний приход, 4-й приход в Иерусалим. Потому что он наступает на них, а они чувствуют, что он у них отнимает вот эту мамону, вот этого золотого Бога, который они себе скопили. Ну да. Им либо надо под него подстраиваться, либо его убрать. Ну да. Они хотят меняться. Они жили. Поэтому давай его убьем, и все будет. Убьем его, наследство будет наше. Ну, их тоже можно понять. Тяжело. Понять можно, но оправдать нельзя. Ну да. То есть он пришел и, ну вот как сейчас придет человек и скажет, что вы здесь сидите, все делаете неправильно. Чего придет человек, Да. сейчас скажет? Да. Ну, скажет, Да. что вы тут там покупали телефоны, там, не молитесь. Нам же так же будет больно, правильно? Многим будет как бы тяжело. Телефон так сильно мешает молиться. Да, он Многим, скажет, да. ты сколько в телефоне Евангелия читаешь в минут в день, а сколько ерундой занимаешься? Так же Мешает, реально мешает. Реально мешает. Сейчас, конечно, вот это электронные сети, мессенджеры, это новый враг. Кстати, богатство сейчас немножко уходит во второй план. Сейчас вот эпоха капитализма, она в принципе уже на издыхании. Уже там лет 50, даже уже с 19 века говорят, что в принципе эта система, она себя уже дискредитировала, исчерпала. Почему появился социализм? Социализм и коммунизм появился как противовес как раз капитализму. Вот. И капитализм, в принципе, себя, ну, все уже мало кто в него всерьез верит, все уже только обсуждают, что будет после. А вот что будет после, это зависит от того. И, скорее всего, это будет эпоха постматериализма. Постматериализма. То есть, когда люди уже не будут верить в богатство, а будут заниматься совсем другим. Вот. Но это может быть еще страшнее, чем материализм. Такие вот есть. Это эпоха там, всеобщих там, сект, медитаций, там, гаданий и прочее. То есть такой индивидуальной духовности, без церкви. Вот есть такая книжка, у меня как раз лежит, друг подарил, там тоже большой начальник в бизнесе, Фредерик Лану «Открывая организации будущего». Вот там как раз развивается такая концепция, очень даже похожая как бы, в чем-то на церковь, что в принципе не надо соперничать. Вообще не надо никакой конкуренции, не надо никакой прибыли, надо просто делать свое дело в радость. Вот. А если даже тебя кто-то с рынка выжимает, да, отдай ему свое место. Все. То есть, если он делает это лучше, чем ты, пускай делает. Потому что ты делаешь гайки или там ракеты не для того, чтобы зарабатывать, а для того, чтобы делать. Идея правильная. Да? Вот. Книжка-то, в принципе, неплохая, интересная. Но, а там потом такой абзац. Но наступает время вне религиозной духовности, когда люди преодолеют и атеизм, и церковный догматизм. И будет время индивидуальных духовных практик. Ну, в принципе, вот сегодня в столице так почти уже и живет. Каждый верит по-своему, каждый что там, какой себе хочет винегрет состряпает из всего, что там циркулирует. И Библию туда добавить, там,
Коран, и все так вместе, так свой сделать, куда будет этим же. Ну, да. Но если он не вредит никому, А? если он никому не Ну вредит. как? Значит, к Богу не придем. Значит, к Богу не придем. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Нет, он, конечно, проживет такое, ну, как бы проживет, может, сытый, успешный, детей даже родит, вырастет, а Богу не придет. В его мировоззрении, значит, этого и нет. Нет, не вошли, да, не вложили, или не захотел. Потому что Бог может дать духу заблуждения. То есть попустить человеку заблуждаться, если видит, что человек не ищет. Там такое тоже у нас есть в послании к Римлянам, да? Но за то, что они, познавши Бога, не поклонились Ему как Богу, Бог дал им духа заблуждения. И они вот там стали злоречивы, надменны, горды, напыщенные, благодарны родителям, гомосексуалистами, мужчина на мужчину делает срам, получая возмездие за свои скотоложники, непослушные, примирительные. Поэтому надо искать истину, прям искать не просто какую-то правду, надо искать истину, абсолютную правду. Когда Бог откроет эту истину. Для чего ее искать? Для чего ее искать? Чтобы спастись, чтобы прийти к Богу. То есть, чтобы к Богу прийти, к Богу надо прийти. Вот Бог есть, но кто-то верит, что Его нет. Кто-то верит, что Он есть, но к Нему нельзя прийти. Нет, верить это одно, а истину для чего искать? Потому что истина – это жизнь. Просто вера – это разная. Кто-то, допустим, верит, что Бог помогает. Он говорит, я молюсь, Бог мне помогает. Это мало. То есть верить в Бога мало. Бога надо любить. Хорошо, когда человек верит в Бога, то есть какие-то заповеди исполняет, там, что-то делает, как-то пытается там, не переступать ни на шаг. Но это мало, потому что Бога надо любить. Что значит любить Бога? Любить – это значит к Нему идти. То есть приближаться к Нему. Восходить, совершенствоваться, освящаться. Конкретно исполнить заповеди. Ну и не просто исполнять, а исполнять их с варом, да, то есть с искренностью, с горячностью сердца. Вот прямо вот, как влюбленный вот сидит на своей невесте, вздыхает, вот, примерно так же. То есть скучать по Богу, ревновать по Богу. Ну, Христос же сказал, что любящий меня исполнит заповеди. Да, во, отлично, это прям в точку. То есть любовь в исполнении заповедей. Любовь надо исполнять. Прийти к Богу надо делать усилия, прилагающие усилия. Царство небесное нудится, силы бьется. Без усилий не вера это сделала легко. Ну, вот бедный, вот такой простой пример, бедный. Близкий Запад, помогать бедным, может, только чтобы кто-нибудь не учил. Ну, прям вот этим вот заниматься, усердствовать, там вот. Вот есть же у нас люди. Начать с 10 рублей, давать от себя 10 рублей, это уже... Прям по этим критериям был страшный суд. Кого-то не накормил, не напоил, не одел, и вот поэтому будет страшный суд. Мог или помог. Ты знаешь, больше язычников спасется, чем православных. Ну, да, язычники-то не спасутся, если Говорят, сам что все православный. правнуки условия. Кто больше знает, Нет, это ошибочная мысль. Нельзя вот эту притчу о страшном суде вырывать из контекста и говорить, что это будет единственный суд. Это будет один из критериев. Есть и другой суд. Христос говорит, верующий в меня имеет жизнь вечную. То есть надо и во Христа верить, и причащаться надо, и бедным помогать. ну, и язычниками. Ну да, то есть смиряться с Точно ним. так же любимый дети. Он просто будет более милосердно судить. С них меньше страшно. Но они, если не покрестятся, здесь тоже надо понимать, если не покрестятся, то не спасутся. Потому что кто не примет крещение от воды духа, не войдет в жизнь вечную. Это тоже принципиально. Видимо, кто по совести будет жить, Нет. не хуже, чем апортированный младенцем. Ну, где-то, может, и будет какое-то, конечно, страдания тоже разные. Знаете, кому-то есть тюрьма, есть тюрьма. В тюрьме есть штрафной изолятор, есть карцер, есть строгие условия, а есть такие, что, Как голландская тюрьма. ну да, они не сильно отличаются от пионерского ряда. Можно на прогулку вывести там на 15 минут, можно начать. Язычники разные бывают. Есть язычники, которые примут, а которые отвергнут, Иисус ушел. Как от кого Иисус ушел?
ушел от такого Гудеринский. Да, он ушел же. Ушел, да. Они просто его даже попросили. Уйди. Уйди от нас. Вот, пожалуйста, не звучит. Как иметь ревность, так и иметь рвение по своему корню означает лишь наличность силы, мощи, стремительности. Это противоположность вялости, бессилию, слабости. Ревновать по Владимиру Далю, подчиться всеми силами, с рвением стремиться к чему-либо. Горячее усердие, стремление. Так это, по сути, я вернусь, конкуренция. Да. Хорошо это или плохо? В нынешнем виде плохо. Если это ради денег, плохо. Если это ради славы, плохо. Если это ради удовольствия, плохо. Если ради азарта, плохо. 97% вы сказали плохо, Да. но есть 3% хорошая конкуренция. В чем она проявляется? А конкуренция, то есть стремление к лучшему, рвение к лучшему ради Бога. Заимствование опыта. Стремление сделать лучше, чем другой. Не по зависти, а чтобы угодить Богу. Это называется, без Бога ты не стяжаешь, вот, что лучше, что будет лучше. Это опять надо просить помощи Бога. Вот так. Да. Ну, это, мне Без кажется, Бога, то есть да. Христа ради, это все. Ну вот храм, вот Суоли наш храм, Стефановский собор. Тяжелые годы, 90-е годы, голодные годы. Вот. Ну взяли вы, построили так какой-то небольшой. Вот Новороссийский то там по размеру такой же регион, да? А кафедральный собор, ну куда как меньше, чем у нас. А вот здесь на севере с нашим отоплением так вот замахнулись, представьте, а даже на авиабилетах печатают, понимаете? И вот так, сколько его фотографируешь, и так. Ну вот постарались, чтобы было красиво, чтобы вот было на месте красиво. Ну вот вылезли из кожи вон, вложились, да, до сих пор сложно, там немного проблем с этим связано, даже акустика и все. Но красиво, красиво. Вот пореновали ради Бога. Работает. Да, да. Ну, тут, мне кажется, еще вот это вот то, что как наши русские ученые делали открытия великие ради спасения человечества, ради блага человечества. Это они сделали, чтобы меньше было голода. Ну, может быть, да. Так Делали открытия не ради денег, как на Западе. Сразу запатентовать, получить деньги, а ради блага человечества старались. То есть Ради конкуренция, Христа. которая ведет к улучшению жизни среды, окружающих людей, есть благая конкуренция. не обязательно. Самое главное намерение, ради чего оно делается. Ради чего. Ради чего мне становиться лучше, чем другие. Да, ради чего. Вот здесь должна быть высшая такая истинная цель, это ради самого Бога. Даже благо людей то должно быть во имя Бога. И с Его помощью. Вот в этом и смысл церкви, что она говорит слова Христа, вы без меня ничего не можете делать. То есть даже хорошее дело, которое ты искренне хочешь сделать для людей, не пойду, но оно все равно обернется там или тщеславием, или ошибкой, или какой-то вредностью, потому что оно сделано без Бога. А оно должно делаться ради Бога и силой Бога. Вот это и дает С церковь. Богом. С Богом. Ну это же не бережет других людей, тщеславие, гордыня. Может уберечь. Может. Господь смиряет, Он лучше смирит. Смирение не смиряет. Умеет смирять. Мы даже в церкви говорим, даже садимся за стол покушать и читаем. Да, что делаете? Это Едите, важно. пьете, все делаете во Это славу. важно, мы все даже кушать садимся Даже за кушать, стол. да, во славу.
Ты можешь не просто описать и понять, это именно потому что это сердечное расположение, это как-то формально, ну, там, в бумагах или как-то в законах, тем более не язык пишешь, это именно расположение души. Что ты хочешь, какой мотив, для чего ты понимаешь. Вот тут на днях там женщина одна рассказывает, а берется за диссертацию, вот только берется, только вот тема, там еще ничего нет, ни одной статьи, еще вот ни одного доклада, просто вот тема направлена. Я задаю вопрос, для чего вы это делаете? Потому что очень важно понять, для чего, зачем. Куча вариантов, да? Статус, деньги, Повышение. удовольствие, повышение, должность, там, еще что-то. Но она назвала не самый высший мотив, не самый плохой, но и самый настоящий. Она говорит, ну вот хочется что-то сделать. Много мыслей, хочется как-то это осуществить, реализовать. Вот. Это не самый высший. Вот было бы лучше, если бы сказать, вот, как Василий говорит, то есть, допустим, вот это людям надо. Вот есть проблема, люди мучаются и страдают, возможно, я смогу ее решить. Еще лучше. А самый высший мотив для Бога. У меня есть талант, я чувствую способности, я чувствую, что я, допустим, должна разобраться в этой проблеме, у меня есть для этого время и силы. Вот. Я примерно представляю, как эту проблему там, научную, хозяйственную решить. Я берусь, чтобы вот все это оформить, доказать, опубликовать и решить. Вот, что, видимо, Божье представляется. Редко, согласитесь, да, наверное, мало кто говорит, что я там кручу баранку в автобусе, там, ради Бога. Да, что я кефиры закатываю в пачке ради Бога. А на самом деле так нет. Ну, это дальнее уже. Так, да, но все равно, редко, видишь, ну, в принципе, бывает. Вот одну столовую такую, подозреваю, что там готовят ради Бога, потому что вкусно как обычная столовая, обычный цех. Да? В МЧС, сегодня, кстати, день иконы, неополитная кабина. В столовой МЧС нас сейчас раза 2 или 3 там был, но вот прям всегда убивался. Ну да, да. Не МЧС, а она находится в центре социальных технологий, там здание. Просто МЧС все туда ходят. Рядышком. Вот там. Да, Сысоевское шоссе. Да, да. Хорошая Слышно? школа. На фотостройку. А вот в одном техникуме, вот причем техникум, где готовят кулинаров, поваров, какие же цены все? Ну, я не знаю, прям постарались как-то, вот невкусно все. Студенты готовят. Ругались. Да. Ну, интересно, что это... Наказание за двойки. Ну, Ругались. это куча количества. Может, наглядное пособие, как готовить нельзя. Просто они ругаются матом. Можешь ругаться? Они матом ругаются. Да, сейчас даже дети это не страшно делают. Посмотрите, как матом, да, никуда. Такое зрелище. Юрий, ну что ты скажешь о политике? Скажи два слова. Немножко этой темы. Ты про Я Америку слишком слушаешь. погружен в мысли, чтобы говорить. Пытаюсь осмыслить услышанное. Особенность моего мозга. Юрий, когда как четко ты грамотно все изложил про Америку, откуда у них вот эта вся идея управлять миром, прям так вот даже с религиозной точки зрения. Я сейчас даже не вспомню, точно не воспроизведу. У них вот этот лозунг, то есть это именно религиозные идеи, да? То есть какой-то вот поворот библейских заповедей, но вот они их так по-своему как-то поняли, и из Библии вот они решили, что они в ответе за весь мир, поэтому они вот и вправе и там, и сям, и своему суду. Здесь вот если идея конференции отличается от данной месте, в принципе, это тоже выживает сегодняшний. Отсюда и пошло вот это Да. искажение Вот через несколько, да. вот идеи Дарвина, несмотря на то, что, может быть, он вкладывал изначально мысль того, что действительно ресторан. Ну, мы действительно в природе видим, вот посыпь голубям крошки, они друг другу не уступают, они друг друга толкают, клюют, там, ходили наши. Вот. То есть действительно в природе есть соперничество. Откуда и мысль, что и у нас должно быть так, что и мы животные, и мы должны друг другу называться. Да? Вот. И вот через несколько лет после Дарвина один наш тоже мыслитель такой большой, Петр Кропоткин, пишет большую книгу, как же она называется там, альтруизм, нет,
В общем, о сотрудничестве как в природе. Я оттуда. Вот, о сотрудничестве в природе. И он как биолог тоже столько приводит фактов, что в природе, да, там есть соперничество, но сотрудничество там больше симбиоза. Помните, да, понятно сказал? Симбиоз, то есть когда там птички крокодилам зубы чистят. То есть этого больше. Ну, там просто взаимодополняемость. То есть каждая, это же пищевые циклы, они не просто так существуют. Да. Если появилось больше лягушек, значит стало больше мушек. Потому что лягушки питаются мушками. Ну, и, соответственно, это взаимосвязано, да, гомеостаз. То есть не только соревнования. Вот. И у Петерина Сорокина тоже есть, что альтруистические силы, на самом деле, их больше, их сильнее. Почему он и выступал за альтруизм, вот он эту школу альтруизма создал. Альтруизм это что человек находится. Бескорыстный. Но вот это как раз бескорыстный, но безрелигиозный. Как раз не ради Бога. Добро ради самого добра. Но это уже не Такая сказковатая идея. Вера без любви это не вера, Вроде того, да. любовь без веры тоже не вера. Вот. И я бы тоже вот размышляю над природой, откуда в природе вообще вот это появилось соперничество. Так вот, и вера-то она открывает, что из-за человека. То есть человек пал, и Бог говорит, проклята земля за тебя. То есть земля испорчена. Адам. Природа испорчена, да. Все вот эти землетрясения, цунами, там, тайфуны, смерчи, голуби, которые друг другу клюют. Это проклятие земли за нас. То есть изначально этого не было. Даже хищников не было. Все питались травой. Так, у святых отцов там так и написано. Да. Не было соперничества природы изначально. Был рай. Был рай на земле. И ради человека, то есть чтобы воспитать человека, чтобы разумить человека, земля проклинается, то есть отчуждается от любви Божьей и становится такая вот тоже. Не вся. Кошечки, не зря говорят, что кошки это осколок рая. Да? Вот их любовь к человеку, их послушание человеку, кошки, собаки, как бы напоминание о той гармонии, которая была вообще изначально. Цветы, конечно. И не только в нашем присутствии. Да. Не только. Ну что, закончим? Или еще посетим? Можно идти. Согласен по рабочим местам. Тему напишите, какие вас интересуют. Присоединяйтесь. Да, напишите. Так вот, тему, это не заходит. На будущее. Что рассмотреть? Ну что, мы еще останемся, кстати, небольшим кружочком молодежи. Кто у нас там? Не молодежь? Я год остался, и потом я уже не молодежь. Спасибо. Виктор, да? Николай. Вы молодежь, ты молодежь? Нет, ну, 6 Спасибо. Не молодежь? Да, это состояние души, кстати. Ну это понятно, но мы в прошлом году так как работали, потом заметили, что... Не, мы хотели так еще молодежный. Ну а вы какое возрастное ставили? Ну, Вы же сказали там, 35-40. приходите к это, ну в чем проблема? А где список тем? В чем проблема? Хотя можно. Да? Ну, чтобы нам остаться еще таким, пускай, молодежным. Кружочком. Ну ладно, тогда закончим, да? Еще будет. Ну, обратите внимание на эту книжку. Там, да, ее надо, конечно, еще почитать. Отец Павел Флоренский. Отец Павел Флоренский. Вот.
У Василия Великого тоже, кстати, вот беседы на шестоднев. Интересно, если кто с природой хочет поразбираться, что там с творением природы, вот Василий Великий, святитель беседы на шестоднев. Тоже стоит почитать. Такое классическое произведение святотворческое. И там он говорит, что мы должны для добрых дел брать пример не только у своих по вере, а еще и у чуждых по вере. И как бы некоторыми объятиями любви сплетаться с ними, там, чтобы научиться у них. Ну, протестанты у нас были, ну, протестанты. Да, да. Что можно заимствовать. Можно заимствовать. Да. Ради. Вот, сикхизм. Допустим, у других религий. Это вообще любви нет. Ну, я с ним не знаком. Индуизм, наверное, тоже Индуизм это уже немножко другое. В Индии, на севере, штат Пенджаб, Не насилие, да? да, сикхизм, джайнизм. Джин, да, есть такое. Так, когда они вот таких, этих жучков-то, чтобы не раздавить, да, подметать. Ну, это и в буддизме есть, как бы, любви, скажем так, ко всему живому. Что наверное, тоже много из христианства пересекается. Вот. Допустим, скажем так, в Китае, допустим, нет такого понятия там Бога. Нет. У них есть заповеди, учения, Ну да, почитание да, старших. в принципе. И сама вот эта концепция в том же даосизме, разделение инь-ян. Нет разделения на добро и зло, нет вообще концепции добра и зла. Есть деяние, есть путь. Вот. И есть деяния, которые разрушающие, которые созидающие. А поэтому у них и Бога нет. У нас же в Дитхе тоже То есть есть путь, жизнь, смерть. А у них есть точно так же есть стремление к истине и просветлению. Ну, да, но это все равно не личный Бог. То есть, может быть, много правды, много добра, но есть все-таки хозяин, есть сам. Кто говорит, я Господь Бог. Мы же идем лично к Богу. Мы не просто стремимся стать лучше, там, допустим, или так абстрактно любить. Мы должны именно конкретно к нему. В том же буддизме, да, это выход из бесконечного череды перерождения, когда человек достигает нирваны, фактически он достигает самопросветления, становится вне этого земного. Да, уходит из этого. Но это вот нам это как раз чуждо. То есть мы с этим не соглашаемся. Если не соглашаемся, но это не то же самое, чем можно обогащаться. Нет. Мы-то приближаемся к Богу, чувствуем себя самым грешным на свете человеком. Нет, мы можем обогащаться в каком смысле? Мы можем посмотреть. Почему мы чувствуем себя самым грешным человеком? Если человек Бог по образу своего и подобию, это же говорит о том, что в человеке изначально заложена вся эта светлость. И фактически мы возвращаемся к истокам, не в этом ли смысл? Нет, в человеке все это заложено, у человека дана свобода, которую человек злоупотребил. И он испортился, он сохраняет образ, ну, допустим, наличие языка – это образ. А как ты им пользуешься, это уже подобие. Врешь – уподобляешься дьяволу. Говоришь правду – уподобляешься Богу. И вот с подобием у нас как раз похвала. То есть подобие – это уже степень соответствия образа. И у нас подобие испорчено, то есть мы греховны, мы падшие. В нас уже сидит вот это. У нас сидит, но мы своими деяниями должны уйти Да, через сознательность. Да, конечно. Этим и занимаемся. Вот я и говорю, что в том числе, то, что с чего и начнем, что поиск тех, кто не относится к конфессии. Ну, если у них что-то есть такое полезное, чего нет у нас, то мы можем, хотя у нас, в принципе, в Иисусе вообще все есть, там все сокровища примутся. Мы можем разрывать, допустим, глядя... Вопрос в путях, в методах, как мы к этому идем. Да, методы у нас тоже все есть. Просто, насколько я понимаю, буддизм это выход в пустоту. Все-таки вот здесь Христос это понятно. Ну, то есть, насколько вот я понимаю, Это как понимаю. наполнено. Там это все-таки в пустоту, в нирвану. Да, как раз это такой суррогат, без Полетел. логика. Ну да, Мы же то есть, тоже У нас просто нет понимания, что есть Сниматься, нирвана. что сразу. Потому Можно что просто запах есть есть. место Бога. Но они же все равно, они же сами говорят, что это не быть чудом. живее эти
что это не бытие. Они же так и говорят, никаких не бытие. И бытие, когда вот Будда, скажем, просветлялся, у него основная была проблема в том, что человек страдает, и уйти от страданий. Уйти от страдания. А мы понимаем, что страдание ты не любишь. Страдание это неотъемлемая часть любви. Любовь, она всегда... Почему вот в буддизме это любовь, это плохо? В том-то он и пришел, потому что страдание иллюзорно. А? В том-то у него и просветление было, в том, что страдание это иллюзорно, что мы можем не страдать, что мы сами выбираем путь страдания. Ну так у нас же И блаженный считаем тоже его блаженный. неотделимым. Он пришел к тому, что мы сами практически себя нагружаем, что можно быть. Что есть путь правды, который может быть без страдания. Ну, а мы немножко по-другому говорим, что страдания, они неизбежны, но их можно превратить в спасение. Это крест. Ну, крест это страдание, но он же и любовь. Из этого видим блаженство всех. Там же есть даже описание документальное Будды было там, что он пребывал в жутчайшей просто гордости. Я сам, я полон, там, если большой буквы, все Богом просто возомнил. Он как раз от этого и пришел. Жесточайший Это тоже иллюзия. Такому утешению он был бесен, что они себя величным Богом, обладателем рая. Это уже просто посвящение. Да, когда он просветил сам, он. Просветился ли он на самом деле? Да, не тем следом. Просветился ли он вообще? Вот так люди идут, читают и идут, просветляться. Просто здесь разные пути, потому что здесь же вот молитва и медитация. Тоже разные Я вот что говорю, что вопрос как бы цель одна, дорога разная. Нет, цель разная. Цели разные. Цель, как раз дороги похожи, тут пост памяти. А цель разная. Мы идем к личному Богу, конкретно к Отцу Небесному, а они уходят от страданий в нирвану. Это разные цели. А вот самая молодая из религий, авторических, Коран, а ислам. Они не верят в возможность соединения с Богом. Они считают, что можно быть другом Божьим, что можно жить по Его порядкам, поэтому будет неплохая жизнь на земле и примерно такая же Воздаяние после. воздаяние после. Но оно будет примерно в таком же тоже виде. Ну, то есть тоже диваны, красавицы, фрукты. Там. Вот. Но это не личное соединение с Богом, вот, как мы понимаем. То есть такое неслиянное единство. Они в это не верят. Это разные вещи. Быть другом и быть сыном – это не одно и то же. Я уверен, что нужно быть сыном Божьим по благодати. Можно осветиться. Тоже похоже, тоже многие заповеди похожи, многие практики похожи, а цели разные. Как Христос сказал про дела, на плодах, знаете, мусульмане больше всего христиан Они любили. соблазнили. И христиане больше всего мусульман верят. Но нападали на основном сторонние всегда мусульмане. Так кто сказал? Они с этого и начали, с убийства. Сначала своих, потом христиан. Неверно. Да, Ну, у них действительно такая идея, Магомед же сам, они до сих пор войну Они до сих пор соблазнили. он же сам был. Это просто здесь у нас немножко не Порядок, сажали, что у них сейчас нет империи. он же завоевывал, нет, да, это что? Кто? Магомед. Ну, Да, это факт. первое дело было христиан. Ну, то есть собрал отряд и силы захватывал. Потом они, в принципе, так и шествовали по миру. Ну, предлагали мирно, а если не соглашались мирно, то брали силу. Монголы, татар. Так как христиан больше, они не больше. Ну, Те же ну, сам, крестовые походы, да? ну, сам факт, что мусульман, что ислам породил терроризм, это уже на нем такая неотъемлемая печать. То есть это их свойство. Это их свойство. Хотя они отнекиваются, многие отнекиваются, говорят, нет, это не наше, это там какие-то там... Ну, это же отдельные течения, которые вот там, ваххабиты, да? Да почему те же татары? Если бы Иван Грозный их не зажал, они такими же и были воинственными. Так же бы нападали. Просто их силой уже вот так вот взяли, и они немножко смирились. Но они же нападали для того, чтобы они были мусульманами.
Почему? И вера в них вызывала эту агрессию. Вера их учила о том, что идите, завоюйте. Предложите, но если не захотят, заставьте. Это у них даже не Из-за чего Господь и помог 14. победить на Куликовом поле, что уже была борьба за веру. Сначала Господь попустил проиграть, потому что как бы против веры они не воевали. А вот в 14 веке уже пошел вопрос для искоренения веры. Мне кажется, вопрос не туда. Ну, как бы то ни было, да, если не вдаваться в вопрос самой агрессивности, а просто по сути, ну, вот их вера, да, то, что может быть, в первую очередь, это царство не земли, вот, а второе, это будет царство небесное, такое чувственное. Но это не похоже на наше соединение с Богом. Цели разные. И получается, что религий много, а начнешь разбираться, внешнее сходство есть, а сущность очень сильно разнится. Сущность или интерпретация этой сущности? Суть. То есть, Наверное, потому что желания разные. Кто-то не хочет Бога, кто-то хочет наслаждаться. Для него есть рай. да. Нет, вот в христианстве, если говорить о сути, да, есть Евангелие, где изложена жизнь Христа, заповеди и так далее, Библия. А в исламе есть Коран. Фактически это суть, да? Ну да. Слово Божье, где говорится, что Коран – это религия мира, религия любви. Там не говорится о насаждении. Мы не верим, что это слово Божье. Мы не верим, что это слово Божье. Они верят. Они не верят. От Бога, да, заповедь. Мы не верим. Вопрос получается. Является Магомедом, некое существо. Называется Это существо, ангел говорит. Ну, это он называется. А кто это на самом деле? Начинает ему диктовать. И пиши. Это же разные вещи. А Евангелие... Моисей. А? Моисей. А потом говоришь, что вот Моисей сам Бог у нас. Так и есть. Ну, это образ, там все равно Бог, да. То есть, если бы Мухаммед появился сам Бог, то что? Ну, что-то бы сказал. Пророку или пророку же говорил. Не считаем Магомеда за пророка. Не считаем ввиду того, что это опять же вопрос конкуренции за умы и сердца. Поэтому церковь. Нет, это вопрос не конкуренции, это вопрос истины. Вопрос истины. Мы в духовной сфере не понимаем тоже идею конкуренции. Нам было бы гораздо выгоднее объединиться, сказать, давайте, все сходно, давайте вместе, мы будем сильнее. Почему же мы не объединяемся? Да еще не только не объединяемся, еще и... Да, это уже отступление от истины. Мы знаем истину, да, мы же верим, что истина. Вот во Христе явилась истина. Мы ее проповедуем, мы ее храним, мы ее осуществляем. Истину. И отступиться от нее – это смерти подобно, потому что только эта истина приведет к этому. Право сами, право. Правильно сказал. Спасибо. Спасибо. Участие. Можно поставить галочку такую? Вот, да. Если галочку понаставили, как самое интересное. Кого что интересует? Снимать галочку. Дело по количеству палочек. Интересная тема.
Книжки можно взять, записать здесь. А что с книжками? Книжки у нас спасибо. Просто взять здесь. Ну, просто они в библиотеке. Уменьшить. Еще меньше. Thank you.